Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Неудобная студия». Сегодня у нас в программе главный вопрос – это судьба осетинского танца. Недавно на нашем канале за круглым столом собирались знатоки, и они выразили обеспокоенность тенденциями, которые появились в осетинском танце. Это вызвало отклик у наших телезрителей. А сегодня в студии знатоки также осетинского танца, известные вам в прошлом артисты, а сегодня организаторы этого вида искусства. Это Вадим Ясонович Схаваребов, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, и Зелимхан Петрович Козаев, народный артист Российской Федерации, лауреат премии правительства «Душа России». У меня вопрос к вам обоим. Что, собственно говоря, подвигало вас сегодня прийти в студию? С какими мыслями вы пришли? Значит, я, южанец, приехал сюда учиться в 1964 году. Очень хорошо знаю историю ансамбля и вообще хореографии и в Юго-Осетии, и в Северной Осетии, и вообще на всем Кавказе. Потому что с детства я танцую. Танцевать начал с 4 класса. Когда приехал в Северную Осетию, я себя почувствовал настоящим осетином. Танцевали по-осетински, и шимт по-осетински, и хонга, и так далее, нардский танец. А теперь столько лет прошло, нам оставили очень хороший фундамент нашей старожилы в искусстве, первая плеяда ансамбля «Алан». И, к сожалению, может и относится и ко мне, и к Зелиму Петровичу, что мы не смогли на этот фундамент построить хороший дом. Что вы имеете в виду? Вы согласны с этим, да, высказыванием? Он правильно говорит. Правильно говорит, как Игорь Моисеевич сказал. Если, говорит, я Вы имеете в виду Игоря Моисеева, да? Моисеева, да, он так говорил, что столько танцоров, если, говорит, их объединить, то получится еще одна союзная республика. У нас в Осетии столько танцоров, столько хореографов, но сегодня нет у нас объединенности среди хореографов. Вот где-то 3 года нас собрали, тогда еще Фатима Хабалова работала министром культуры, и до сих пор мы ни разу не встречались. А когда такой орган создают, то там есть очень много вопросов бывает. В республике, тем более у нас танцующая республика. У нас очень много ансамблей народного танца. И успешно работают, я думаю, все хореографы. В основном, где условий нету, в сельских местностях, в районах, там есть такие клубы, там вообще удобств нету. Я сам работаю у себя в Нарте, я знаю, что это такое. И все равно к нам приходят молодежь, дети, и мы с ними занимаемся. Где нету тепла, где света нету. Вот таким хореографам, я думаю, напротив клуба каждого надо памятники ставить. Что они еще поднимают нашу культуру. Давайте начнем с этого. А что Вадим Ясонович говорит, это правильно. Я тоже 16 лет начал в академическом ансамбле, тогда еще песни танца было, Алане. И по 1098 году, это 30 лет. Вместо 20 отработал 30 лет. И что я научился хорошему, плохому, благодаря этому великому ансамблю. А что изменилось за это время? За это время многое изменилось. Во-первых, виноват бывает, когда часто меняют руководителей. Вот возьмем. Один руководитель оставался по сегодняшний день, как говорится, это Игорь Александрович Моисеев, Сухишвили Рамишвили, Танхо Израилов, Курбет, ансамбль танца Украины имени Вирского, сибирский ансамбль это танца Габенко. Сейчас вы говорите о сценическом искусстве, да? Да, профессионально. Откуда истоки-то идут? Из народного танца. Истоки идут оттуда, подпитка идет оттуда. Оттуда там, наверное, изменения произошли, наверное, значительные. Если раньше, вот как Вадим говорит, раньше на мероприятиях всяческих народ танцевал, и они чувствовали себя осетинами. Абаев Василий Иванович говорил так, что осетин, который не умеет танцевать,
не может себя считать осетином. У нас сегодня в Осетии, наверное, абсолютное большинство, включая меня, которые не умеют танцевать в силу разных обстоятельств. Но не умея танцевать на, скажем, значит, на уровне бытовом, да, скажем, Да, такой, да, вот оттуда и да, начинается. да. Но там тоже преобразования идут, видимо, какие-то, поскольку, значит, эта подпитка идет, значит, сценического искусства наших ансамблей, оттуда же они идут. У нас не из хореографии идут, не из училища в Нет, основном. раньше вообще никто не заканчивал. Что изменилось? Не хореографическое это самое училище, никто. Были таланты от Бога. То есть что-то произошло, наверное, это в недрах, от дома. в недрах Лично народа, меня да? учил отец танцевать вначале. Вот видите. Да, отец и мама играла на гармошке, и оттуда, и у нас постоянно в доме она музыка была, и на балалайке играли, меня учили на балалайке, я играю сам на балалайке. Вот, отец на гармошке, мама играла на гармошке, и оттуда все, и вот эта любовь. Потом, когда артисты приезжали в наш клуб, мы их костюмы туда заносили, Вот прежде... и уже это был связь, и смотришь, такие великие танцоры, тогда еще Тотоев, Казбек, Альбина, Баба, Хасиев, Цахилов. И уже, конечно, мы были вот такими детьми маленькими, уже эта любовь уже оттуда во Вот всё. когда мы были маленькими детьми, мы хорошо помним, что любой куфт, когда старшие занимали свои места согласно, как говорится, купленным билетам, молодежь стремилась куда? Быстрее, чтобы гармошка появилась, быстрее, значит, ударные инструменты. Это было такое влечение, потому что, ну, может быть, других развлечений не было. Не было телевизора, не было компьютера, не было ничего. Но встреча, скажем, с любимой, она могла состояться только вот на этой площадке. Лицом к лицу. И здесь можно было выразить, мы же говорим об языке танца, да, языком танца можно было выразить все, и чувства свои, значит, и любовь, и отношения свое. Вот там... В танце там и встречались влюбленные пары, и в Симде встречались. А сегодня мы, к сожалению, Сим на свадьбах не танцуем. А это наш является не классическим танцем, а это народный танец. Туда входит все. И любовь, и все, гордость, величие девушки и парня. Вопрос вам я хочу задать, значит, наболевший. Чем отличается осетинский танец от других? Есть какие-то характерные черты? Почему Да, сегодня идет смешение этих... Первым долгом. Осетин всегда танцевал на носках. Вот это характерно. Осетин должен обязательно танцевать на носках. Этого у нас нету. Единственный шимт, и после шимта идет хонга, плавный. Зелим, но Всё. не все же танцы осетинские на досках. Ну, У нас это принадлежат, вот когда мы собираемся и встречаемся с другими коллективами, да, Северного Кавказа, я с гордостью всегда говорю, что это принадлежат пальцы осетинам. Многие спорят, да. Но если даже руки взять, и наш плавный танец выходит. Плавный танец, это с хонгакафтом, они совершенно разные. Хонгакаф здесь поднимают, вот до газире руки сюда, да, вот, к себе, с акцентом, да. Симт от себя, значит, вот я показываю. А здесь он уже выше. Он, значит, такой сюжет здесь, я так думаю, и так и говорили мои старшие. Это танец орла и лебедя. Понимаете? Изображали орлов. Вот эти руки, это наши руки. Вот это наши руки. И вот выходит, она плывет, лебедь. Понимаете? И это от начала до конца на пальцах. Хонгакаф на пальцах не танцевали. Изредка все назад отходы, боковые ходы, все повороты на пальцах. Но руки выше плеч никогда в хонгакафте не поднимали. Но сегодня это на усмотрение, опять же, на усмотрение, опять же, этих балетмейстеров. Это каждый говорит, ну, хотя границы не надо переходить. Есть мнение, что хонгакафт – это заимствованный у кабардинцев танец, у князей. Да, это так говорят, вот этот быстрый наш круговой танец, макалонка, автохон, сине кашконка. На ходакше автохона, мама, вот юфашта там, вот цезуром. Кача уже автохоном, вот. Автозурын на кау. Удонышты на хонгакафт, удонышты на тымбыл, на жилгакафт. Майодон зурын кау, что еще арахтар канон кау кафын, кам. Чынзахшта в этой радайма расшуды. Қалзакзината кам байхом. Ма ина адам тахатты кафты. Удон кафын кау. Мама иш программа ду ансамблема удон штусран. Ина ансамбл тодарод. Фала ирон чынзахшта маку басу адахи кафта каф. Ишнам шимт хонга, ишнам тынбыл кафт, ишнам ерыши кафт. Ана каф табавши.
Куди урашуду асадышки вот так. 100 пар симт, танцуют, потом возвращаются, на улицу выходят из зала, потом возвращаются, на полукруг становились, им с почетными бокалами старшие выходили. Это разве не обряд? Вот в балете существуют какие-то стандарты, да, вот, скажем, хореограф пишет балет и расставляет все по своим местам, это все закрепляется как документ, и, скажем, значит, повторение, скажем, значит, балета в других вариациях, это уже нарушение, скажем, да, авторского права. У осетин есть какие-то стандарты в танце? Нет, потому что классика есть классика, все движения расписал. Нет, ну классика, понимаете? классика, носители классики это вы, да, танцоры. Вы уходите, приходят другие, да, а как ориентироваться, что, скажем, классическое там па, а что не классическое па? Что-то должно быть, значит, какой-то талмуд, скажем, должен быть для танцора. Ну, я же Тогда мы, объясняю. если будем, я извиняюсь, будем искать классический вариант, классические руки, то мы теряем свой народ, хотя между ними большой границы я имею в виду нету. классику осетинскую. И мы тогда испортим свой родной танец. Наин автоканан. Как народ придумал, это народный танец. Нельзя его гарамков налай, джибе-джибин гарканай, вот эти халзана. Наин автоканан. Ну, я еще опять возвращаюсь к этому. А что я юхат кушабарайна, одам фаштамаш дахан налкаву. Я дровай за ней. Февжеру за ней. Кафт, я характер, я манера. Там она состоит из этих частей. А как это передается? В любом танце осетинском. Хонга кафт, плавный кафт, жилга кафт. У каждого танца своя манера. Все понятно. Но мне скажите вот такую вещь. Это вот сегодняшнее наше обсуждение, это как спор людей, которые за столом стараются выработать какой-то порядок, да, и каждый раз спорят и спорят, не проходит ни к чему. Я еще раз хочу спросить, вот стандарты, которые у вас, скажем, перед глазами, они как передаваться должны другим? Я вам сейчас отвечу. Есть застолье, да, есть старший тамада. И вот он, когда произнес тост, и уже остальные начинают добавлять, это неправильно. Так и в хореографии. Танец, если поставили, и мы его знаем, как он танцуется, а здесь без этого, вот если я это не задену, то не то. Вот смотрите, когда назначают, если я буду вместо Цаголова сейчас вести программу вашу, вы уже не Цаголов. У нас тоже так. Назначают человека, который не имеет никакого звания, и он становится руководителем. Это не один. Потом второго назначают, который работник культуры Северной Осетии. Третьего и 10 и так далее. Раньше назначали ребята из своей среды, который был старше и знал больше. Мы им фестемедер жертвуем. А сейчас приходит, допустим, он звания не имеет, а танцор, который танцует не один, а несколько, он сильнее, чем он. Что он может ему доказать? Правильно? Ну, звание, я думаю, Всё. это не определяет степень мастерства и таланта. Здесь нужен в Осетии, я всегда говорю, центр, где есть худсовет расширенный, туда входят Вот это другое дело. Вот это художники, композиторы, Да. танцоры, театралы, которые ведут критики, Это при ансамбле, актерское мастерство, кто ведет при ансамбле, ансамбле. да и вообще при президенте это можно тоже сделать. При президенте При президенте, при Кабалоеве это было. при И Кабалоеве он был- сам приходил на репетиции, я хорошо это помню. это был совет по И культуре. я один раз вам, много раз это говорил, если вы еще помните. Он один раз подошел, Гамид Александрович, я на таких, на коленнике показывает, на таких матрасах я могу и тоже с 5 этажа прыгнуть. То есть некрасиво, много, не подкладывайте. Вот он обойдет вот так, полукругом становимся. Так, кинжалы что-то у вас не то, газыры не так. Это. То есть он постоянно был Это в вы курсе. имеете в виду в курсе. не С совет, Беларом по Мазаевичем совет по Кабаловым. культуре, да. Совет по культуре он просуществовал, по-моему, до Мамсурова, а потом, значит, потихонечку... А я не знаю, сейчас в главе у нас есть такая... Сейчас нету, да, сейчас нету. нету. Так надо, оттуда надо все.
Оттуда, от правительства. И это, если говорят, Алан – это наша визитная карточка. И это, я думаю, это лицо каждого жителя. Да, у Сашко, мы Сашко, мы Сашко. Мен вода хошкананкау. А хошканкау алсамейдер. Худсовет – это да. Потом там, значит, их жизнь, я хорошо знаю, ни общежитие, ни квартиры, мизерные зарплаты. И от 10 часов до 3 они вкалывают, по 3 майки вот так выжимают, и получают гроши. Разве это академический ансамбль, который носит, жемчугом является российской хореографии? Я думаю, они намного Зелим, ну, если мы будем сводить все, значит, к деньгам, то я думаю, что мы, если не дойдем. Вы же помните свои молодые годы. Ну, это тогда вы вспомните, было. когда вы в Среднюю Азию поехали на 3 месяца на гастроли. Да, Где вы жили? Там. В вагонах. Ну, мы жили в вагонах. Да. И девочки, и мальчики жили в вагонах. Кроме заслуженных артистов, они некоторые заслуженные артисты им давали номера в гостинице, весь коллектив к ним ходил купаться. А когда вам деньги вовремя не смогли прислать, что вы делали? Вы покупали пирожки, значит, с ливерной, да? Зато и делили ни между собой. один концерт мы не сорвали. Вот, я об этом как раз и говорю. Это они фанаты. По сегодняшний день танцор, он не из-за зарплаты туда идет. Его фанатизм туда его тянет. Они все фанаты. Они носители. Они действительно патриоты. Почему мы все-таки теряем позиции, вот, хотя бы сравнить сегодня с национальным балетом Грузии и Рамишвили? Вы все-таки не хотите суть понять. Рамишвили и Сухишвили – основатели этого ансамбля. И она идет семейно, переходит к сыну, от сына к внукам, поэтому это ихний, это собственность. А это государственный ансамбль. Чем это отличается? Чем отличается? Как чем отличается? Он хозяин. Не будет он работать, он его выгонит. А в очереди таких танцоров, как он, сотнями стоят у грузин. Они никогда, да. А у нас государственный ансамбль, допустим, от Зелим 2 человека, 3 человека. 3 человека, трюкачей солистов, это не ансамбль. Надо иметь за собой 20, а где 30. Их брать? Где их брать? Выращивать надо. Способнее. Внутри ансамбля. И надо создавать такие колледжи, хотя они есть, это самое. Ну, у нас есть хореографическое училище. Для ансамбля в кавказском плане это сперва смотрит на внешний вид, правильно? Раньше было в любой вуз легче попасть, чем в государственный ансамбль «Алан». 3 человека приходили, 300 человек, понимаете? Правильно. А сегодня такой сколько проходит? конкурс. А сегодня сколько проходит? Сегодня вот я с детьми работаю, никто не пускает. Вот сейчас Потому моего что кинжалиста взяли, пацана, госансамбл «Алан». Андер, сколько я работаю, 10 лет Владикавказскими «Аланами», ни один родитель ко мне не подошла, не подходит и не говорит, можно его подготовить государственный ансамбль. То есть это не престижно, да? Не престижно. Раньше было престижно что юридический факультет и экономический факультет вот туда. Да, вот туда идут. То есть, если бы там сейчас были условия, условия хорошие для танца, залы, все хорошее. Но если бы, как в наше время, нам давали и квартиры, машины давали, оклады были уже хорошие, тогда по сравнению, и поездки коммерческие хорошие были. То есть мы были обеспечены. К нам хорошо, оттуда, сверху. Все это понятно. Все Моя понятно. автошка, Человек, который выходит на сцену, который выматывается с кровью, с потом, он должен иметь тыл, это понятно. Ну да. Ну, мастерство же это не связано с этим. Ну вот оттуда, и тогда есть и какой-то, наверное, у молодежи интерес будет. Он может не с 10 до 3 будет работать, он с зала не будет выходить. Вот вспомните. И руководитель, он может и как хочет, он их будет на голове, чтобы они танцевали, или на ушах стояли, он вправе уже. Зелим, вспомните, вы в 91-м, по-моему, в 93-м году были в Штатах, да? Я был 2,5 года в Америке, танцевал. Это был ансамбль русский? Нет, это был сборный еще Советского Союза, разных ансамблей. Я туда тоже попал, в поездку в Америку, на 3,5 месяца.
И когда посмотрели в Лос-Анджелесе А в нашу Лос-Анджелесе программу, в то казино, мне да? предложили танец с кинжалом, я Да, танцевал. танец с кинжалами. И на 2,5 я подписал контракт. Люди, которые знали, наверное, танец ковбоев и больше ничего не знали, как они воспринимали танец с кинжалами? Они, наверное, Очень здорово, хорошо Здорово. принимали. И не только вот я у одного этот работал, многие подходили, и больше денег, больше контракта, ну, я им говорил, я не могу подводить, который мне дал работу, Барбара Бойт. ну, опять же, вернемся к национальному балету Грузии. Они тоже зарабатывают? Они зарабатывают своим трудом на сцене, объясняю. потому что они востребованы в западных странах, в Европе, по миру. Да. Они приезжают и им платят так, как они, значит, Объясняю. заслуживают. Там, во-первых, специалисты супер, семейно все это. И они делают поездки. И Не, ну, их подождите, закупают, вы они два ездят. специалиста. Один народный артист, другой заслуженный деятель Да, и- искусств России. А почему вы не делаете? Почему не А делаем? мы мы выезжаем где? тоже. Помогают нам тоже, родители Не, а помогают. другие такие же, которые, я думаю, что со званием у нас как кур нерезанных А в людей. госансамбле Алан должны родителям помогать. Я- Наоборот, а танцоры должны своим родителям помогать. Я не об этом Да. говорю. Я не об этом говорю. У нас много заслуженных, перезаслуженных. Почему на Хороший низком уровне? вопрос, да. Да. Они пусть сидят дома. Кто? Вот о ком вы говорите. Народные артисты, А кто должен заслуженные де. Кто должен работать с ансамблями сегодня? Вот кто работает. Ну, если кто работает, удовлетворяет вас, тогда чего мы Нет, здесь собрались? вот собственно есть говоря? контрвопрос. 2 года работает человек, ему дают звание народного артиста Северной Осетии. Его снимают. За что звание дали? Второй приходит также повтор. Дают звание, снимают. Но мы все к меркантильному. 3, 4, 10. Вадим, Вот беда в чем. у нас хореографическое училище есть? Экспериментальном ансамбле. Хореографическое училище есть? Есть. А где танцоры, которые должны А танцевать в где ансамбле? они? Я был там, допустим, я преподавал, я знаю, что допустим, там из всех ребят ни один не пошел, кроме одного Элошвили, в госансамбль. Все ушли на ИКФАК, на ЮРФАК и так далее. Один из них в Японии создал труппу, другой, 2 моих в Америке, там тоже создали свои коллективы. И вот так уходят. В госансамбль пока не сделают нормальные зарплаты. Да, это я же говорил в правительстве. Не меньше 60, а то и до 100 тысяч должны танцоры Но за свой да, труд и эта получать. женщина умная мне говорит: Вадим, а ты будешь эти деньги давать тем танцорам, которые сейчас танцуют? Я говорю, танцоров я найду. За это не беспокойтесь. Вот я сейчас представляю, если отмотать время в обратную сторону лет на 40, ни один бы из вас не заговорил о деньгах. Ни один из А вас мы не заговорил. говорили, не Правильно. просили Ни один. ничего. Время было В другое, и 80-м воспитание было году была Олимпиада московская, и ансамбль «Алан» принимал участие в гала-концерте вместе с Сухишвили и Рамишвили. А время было поджатое, сцена. И Альбина, которая была Баева худруком, она все думала, каким же образом превзойти грантов кавказского танца Мы в их Грузии. не боялись абсолютно. И что она придумала? Никто об этом не знал. Оттанцевали свой номер, значит, Сухишвили Рамишвили, а наших поставили, значит, в Симди поставили не как обычно, а 2 линейками. И когда они стали, вдруг задник распахивается и въезжает на коне, кто Зераса. бы думал, Зераса Это да, на Туганова, Олимпиаде на это белом коне, в белом одеянии, с короной на В голове. 80-м году в В Москве 80-м году и на конь, Олимпиаде мы это- совершенно верно, и конь проходит и делает поклон, и все начинают аплодировать, включая грузин, и один грузин, самый остроумный, говорит: слушай, первый раз аплодирую Остинской лошади. Но это же было стремление поднять
показать свое искусство, элемент какой-то внести. А неужели она думала о деньгах или зря пришла значит, выступать за деньги? Я в этом сомневаюсь. Да нет, это блок был, вы- осетинский вы- блок был, и мы все сливки собрали. И я хорошо помню, мы как репетировали. Вот с двух сторон вот это по диагонали выход, расходились, а сзади нам Сугишвили антуражи делал с ансамблем Азербайджана. Вот они, два коллектива. Ну, еще. я об Это этом говорю. можно делать один вы, раз. Вы вспомнили Игоря Моисеева, да? Да. А у него была такая фраза, у Игоря Моисеева, если вы помните, что осетины – это аристократы кавказской хореографии. Это аристократы не только на сцене, но и по сущности своей. Потому что осетинский танец, как и любой кавказский танец, он передает суть человека, правильно? Да. Воспитанность, отношение к женщине, Изнутри мировоззрение всё и так это далее. исходит к Сегодня, если мы поставим значит, на основу не высокого искусства, а на основу только значит, меркантильных интересов, это что будет за ансамбль? И он пани сделает и на носки не станет, пока ты ему не заплатишь. Это что за дело? Он же представляет государственный ансамбль, он представляет интересы республики. Это национальный ансамбль. Я не говорю сейчас об Алане, любой другой. Если ты выходишь на сцену, ты уже представляешь республику, правильно? Это да, естественно. Тогда о чем мы говорим? Мы должны, значит, о том, чтобы каким-то образом очистить сегодняшний осетинский танец от наносного, от того, что ему не присуще. А без вас, те, которые, вы же говорите, что надо классика осетинского танца, а вы носители этой классики, и вы должны сегодня говорить, на мой взгляд, о том, что, значит, какие трудности стоят в плане хореографии, мировоззрения, подготовки людей, значит, и так далее, и так далее. Мы говорим, значит, о чем-то совсем... У нас, я еще раз говорю, очень много хореографов и танцоров. Шапку кин и падает на танцора, на хореографа. Но их надо объединить вместе. Надо создать такую базу. Надо разработать программу. И над этим надо работать. Понимаете как? Вот я бы поступил так. А Вы так знаете, каждый себе в одиночку пробивается. вот в том-то и дело. Вот в это том-то и идет. дело. В том-то и дело. Хореографом должен быть человек, который допущен должен быть к этой работе, как вот допуск к работе, да? Вот будет? мы пришли к основному. А если об этом говорить, это надо говорить на уровне правительства, Ну, здесь чтобы они уровня знали. нету. Вот это вас все слышат сейчас. Какой Вот, еще уровень? ну, я же объясняю. Один приходит такой, другой, 10-й, 11-й, и все. А те, которые прошли путь от танцора до пенсионера и потом начал заниматься творческой хореографией, я занимаюсь с 75-го года. И у меня звание не заслуженный артист, а заслуженный деятель, То есть вы творческий себя предлагаете, работник. я так понял, вы себя предлагаете. Вы руководители почему и ансамбля. нет? Нет, ну я просто так, я так понимаю. Ну, Но прежде чем, да, предлагаю, допустим, но меня же должны кто-то выслушать, что я сделаю, как я буду работать, Не, он же как надо работал делать. главным балетмейстером в Понимаете? Алане. Но Я здесь там его... был главный балетмейстер, и все повороты, развороты я там знаю. А там причина совсем другая. Он тоже. я вам напомню, вас же, только Да. в другие времена. Вот есть такое выражение, если индеец целится, да, в мишень, Да, да. то с его спины можно лоскут вырезать кожи, он не шелохнется. Такая целенаправленность. Как-то вы танцевали с саблями, Ну, а сабли у осетин на сцене не бывают бутафорские, они стальные. Настоящие, они... ну да. И когда искры Калёные. летят, искры летят, а еще когда, значит, кто-то промажет и по руке, и кровь идет. И когда в этом танце вы почувствовали боль в глазу Да. и поняли, что это осколок от сабли, Да. вы же не ушли со сцены. Нет. Вы же дотанцевали до Я конца. дотанцевал, даже финал вышел и танцевал. Что заставляло вас танцевать? Патриотизм. Я Патриотизм. осетин, А куда я он делся? танцевал. А куда он делся теперь? Куда делся? А так, сейчас не так воспитанный молодежь. Не, ну мы не мол- А их надо и воспитывать так. Ну вы же воспитываете, вы же вдвоем работаете с детьми. Ну, вы в за своих муниципальном, детей. да, детском ансамбле. Бывают Вы с детьми. травмы. Ну Вы да, же их воспитываете. да. И я за своих детей.
Если у меня в школе 50 детей, это мизер, это ничего не дает. Ну, их же коллективов же много. Этих коллективов много. Ведь люди все-таки стремятся. Посмотрите, детских коллективов же много. Очень Наш много. маленький джигит, Очень хорошие. он же все-таки поднялся на высоту достаточно высокую. Правильно? Очень хорошие коллективы, очень. Может быть, и Сильные, есть... постоянно они занимают призовые места. Вот когда осетинские коллективы выезжают, куда бы ни было, они всегда приезжают с призами. Так что здесь работа хорошо поставлена. С детьми очень хорошо поставлена. Может быть, если мы говорим, мы продолжаем, собственно, разговор, который был за круглым столом, вы видели это по телевидению. Если мы говорим о чистоте осетинского танца, то мы, наверное, должны вычленить из богатства, наследия, которое у нас есть, Да, обязательно. наиболее присущие нам танцы и сказать, что вот эти танцы, вот эта вот постановка их, да, никто их больше не трогает никогда. Это табу. Игорь Стравинский, да, был в Америке, и он аранжировал гимн Америки, аранжировку. Его на улице прям взяли в 1940 году. И Он говорят, не имеет права. и он говорит: паренек, вы что? Говорит, Там авторские права. аранжировку никто не имеет права посягать на гимн. Это А у нас осетинский судебное танец дело. это такой же гимн, это такой же грааль, это наше национальное достояние. Давайте вычленим осетинские танцы, вот те, которые есть, исконно осетинские, на которые никто не претендует, мы знаем, и сохраним их, да? Но другая часть, поскольку время идет, человечество меняется, восприятие, то и танец меняться должен, да? И, допустим, часть тех танцев, которые реликтовые, мы их сохраняем, а те танцы, которые мы привносим, новые. Ведь в свое время же было два балетмейстера, которые приехали к нам со стороны, да? Один Гафт, а другой Слуцкий. Слуцкер, да? Слуцкий, да. Они поставили, не Арбатов. будучи осетинами, не будучи осетинами, не будучи нормально, кавказцами, хорошо поработали. они поставили не один танец, который, наверное, еще до сих пор сохраняется. Много танцев поставили, но по сегодняшний день они где-то один танец живет в программе. Это «Орлы гор» в Алане. Да. Мне кажется, что, значит, не только зрители, да, не знают этимологию, предысторию танца появления, но и сами артисты порой не знают, да? Они танцуют, не зная, что выражают, они что не хотят выразить. Так вы недавно об этом говорили, да? Когда этот ставит постановщик, он должен рассказать сюжет, или который уже либрету написал, сценарий кто написал. Это же так, вот как в театре, и вот так. И потом, значит, там очень много бывает, очень много этих нюансов. Там актерское мастерство. Самые сложные танцы – это комедийные. Вот. И здесь надо таких актеров. Я знаю, что вы в этом преуспели, да, в свое время. Да, Я вы... их любил танцевать, да, и нормально. И Вот давайте возьмем риверданс, да? Ну, Риверданс известный. Совершенно случайно это движение поднялось, ансамбль организовался совершенно случайно. Где-то надо было, попросили, значит, танцоров сопроводить выступление на европейском каком-то телевидении, на конкурсе, надо было сопроводить певца. И они разработали музыку и такт, да, и станцевали. И когда это появилось на сцене, народ встал: о, это нам нравится, давайте дальше. И сегодня вот это направление... И этот ансамбль «Риверданс» очень востребован везде. Но все же он основывается на национальном ведь, да? Мы видели с вами, помните, там же в этом Варфуме, когда выступали народу Севера, те танцы, которые они демонстрировали, ну настолько индифферентны. А это сделали танец, который зажигает. То есть мы тоже, нам зажигать не надо, мы горим и без этого. То есть мы должны найти какие-то критерии, да, это я вам рассказываю, человек, не знающий, специалистом, критерии, по которым должен развиваться осетинский танец. Правильно? Вот если вы мне сейчас назовете эти критерии, я вам буду благодарен, и зрители вас услышат. ну, видите, мы заходим так глубоко, что не хочется. Почему? Объясняю. Почему мы танцуем Дагестан?
И не один танец, а 3 перепляса дагестанских. Осетины. Это нам надо? Нет. Картули, гандаган, казбекский. Не зная историю, что такое казбекский танец. Это осетинский фольклор, но ты его сделай так, чтобы было приятно танцорам его, да, они любят этот танец. Чтобы он был, как он был раньше, осетинским. Казбеги слова нету. Эссена, большое село Осетинское. Мало ли что сейчас назвали. И танцевали, он помнит, казбекский. Выходили, ритм мертвый. А сейчас посмотрите, что они творят. Но ведь это не казбекский танец, а это осетинский танец. Но его же надо делать. И надо делать. Ну, надо. Пожалуйста, надо, значит, надо. Надо, это вот Вот поэтому девичий нужен танец. худсовет, если это нам надо, то обсуждаем, Худсовет и зелим. потом выносим, и говорим, даем часы постановщику, и он ставит. Вот, И он- смотрите, одно я извиняюсь. Вот он правильно говорит, да, худсовет нужен, но в этот худсовет опять попадут люди, которые в хореографии. Согласись со мной? Ну, Всё. правильно. Вот беда где наша. Если ты Ну, чё так- ставишь человека, так ты должен пессимистично? знать, кого ты ставишь. И что ты должен от него требовать. Через год же меня должны вызвать, допустим, это я. Вадим, что вы сделали? Ничего, извини, освобождай место. Ну, я думаю, что, вы знаете, нагрузка на танцы на и осетинском, на Львовом Кавказском, это не только эмоциональная, это не только, скажем, значит, эстетика. Рамзан Кадыров, насколько я знаю, вы же были, работали, да, в городе? Я, да, не и выезжал применет, с ними в Индию, в Эмираты, много концертов. не применет никогда, да, вот если видит За Байнаф танцы, я да, чтобы не танцевал. выйти и не станцевать. И он говорит, что танец, я думаю, что он не первый говорит, но он тоже говорит, что танец – это еще возможность общения культур народов. Если мы будем исключать, очищать свой, значит, репертуар от всех танцев других, мы будем бедными. Если мы не будем нести, значит, зрителю российскому и танцы других соседних народов, если живущий в республике, а в республике многонациональной не будет видеть свои танцы тоже, что? Нет. Что нет? Я Надо. не согласен, категорически. Есть афиша ансамбль Северной Осетии, Алан. И они должны танцевать все осетинские танцы. Вы согласны с этим? Нет. Вот. А Далеко не поедем, когда одними был, осетинскими танцами. когда был СССР, это понятно. Ну давайте, зачем танцевать Дагестан, когда мы входим в состав России? И ударным танцем мы должны сделать русский. А? Ваше мнение? Я должен танцевать все танцы, живущие у меня здесь около 100 национальностей в моей республике. Это им бывает приятно. Пусть они не танцуют наши танцы. В программе, на свадьбах нет. Вот в программе у меня есть и чеченский, корейский, болгарский, русский хоровод есть у меня. Разнообразие программы. Для исполнителей, для детей это им очень нравится. Понимаете? Я хочу сказать, и живущие, которые у меня в республике, когда вот армяне, азербайджанцы, когда приходят, это же приятно бывает. Я хочу сказать, что перед тем, как мы собрались, у меня было какое-то предчувствие, что мы, скажем, здесь вряд ли найдем общую точку зрения, но я не знал, что такие контрастные мнения будут. Нет. И я думаю, пускай наши... мнение у меня свое. Я тоже был руководителем самодеятельности в сельхозе. И у меня были и гандаган, и все. Это самодеятельность. А лицо твоей республики – это лицо. Мы уже себе противоречим. Наше время идет к концу, и самая неудобная студия была сегодня для меня, для ведущего. Но я надеюсь, что этот разговор будет продолжен и вне нашей студии. Я думаю, что вопросы, которые были сегодня подняты нашими гостями, специалистами кавказского осетинского танца, они
привлекут внимание тех людей, которые принимают решения. А вам всего доброго, всего хорошего.